Проблема вообще социального питания школьников, детских образовательных организаций, оно как бы лежит еще, предыстория такая большая. Почему? Потому что еще 26-го созыва депутаты как бы с обращением родителей, надо вот момент учесть, от родителей пришла информация о том, что некачественное предоставление вот их поставка продукции, продукта питания заставило нас организовать рабочие комиссии, куда вошли депутатов и эксперты, да. Но мы проверили 60 дней. 60 дней мы очень тщательно провели ряд проверок вот этих организаций распоряжением председателя Башкирского Кенеша, где были как бы открыто замечены вот эти нарушения. То есть даже были случаи, когда мясо один лот разделили на 8 частей. Это очень грубое нарушение, противоречит закону о госзакупках, где лот неделимый, да? Ну, там очень много было правонарушений, и в тот момент мы заметили, что молоко, которое поставляется жирностью 3,2%, мы взяли пробы и сдали независимый анализ центр, где нам дали заключение, что там всего лишь 2%. И еще там кишечную палочку, да, обнаружили, то есть настолько некачественная продукция была. И потом очень часто мы обнаружили во всех детских садиках, что сливочного масла вообще не было. Я прям на вкус сам везде пробовал, и даже в конце дня я прям во рту чувствовал, что был это галимый маргарин. На сегодняшний день мы уже слышим, что информация та, которые еще как бы сигналы идут от детских садиков. Но я подозревал, почему? Потому что еще в 2015 году ликвидация, сейчас я, по-моему, ошибаюсь, в 2014 году, 20 августа они ликвидировали департамент социального питания, да, где я был очень резко против этого. Почему? Потому что мы, меняя все руководство и состав этого департамента, мы, как бы, группа депутатов, вообще исполнительный орган власти, правоохранительный орган власти, они заставили заработать этот орган как бы в соответствии с законами. Но ликвидировав этот орган, мы как бы потеряли ответственного лица. То есть те РЦО, которые, где килограмм картофеля где-то 15 сомов, где-то 30 сомов. Я, например, у меня тоже ребенок ходит в муниципальный садик, и поэтому мы все очень как бы будем бить тревогу, если такие факты обнаружатся.